сегодняшнем выпуске мы поговорим о реабилитологии. Это раздел медицины, занимающийся восстановлением здоровья и функции организма после заболеваний, травм или хирургических вмешательств. Увы, в нашей республике совсем мало профессиональных реабилитологов. В основном работающие в этой области – это специалисты адаптивной физической культуры. В Абхазии хорошо знают Арзадина Агарба, неутомимого человека с добрым сердцем, который 30 лет уже занимается реабилитационной деятельностью. Начинал с работы со спинальниками и по сей день занимается с детьми с различными тяжелыми заболеваниями. Также сегодня познакомим вас с руководителем восстановительного центра «Дар», тренером по адаптивной физкультуре Алясом Демирджипа. К нему приходят люди с тяжелыми травмами, и за короткий срок он ставит их на ноги. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Мы все вышли из воды. Когда вот мы выходим, мы забываем о том, что мы умеем плавать. Но сюда приходят не только люди с ограниченными возможностями. Здесь приходят и ребята со сколиозом, кифозом, лордозом. Вышел 12, 13. Работаю с утра до позднего вечера, и мне доставляет удовольствие, видя результаты. Увереннее стал ставить, ходить. Не хватает на сегодняшний день это стационарного реабилитационного центра. Спектр действий и использовать механотерапию. Разрабатывают амплитуду движения в коленном суставе в пассивной фазе. Мы физически не охватываем, не успеваем охватывать пациентов. 8 часов утра, набережная Сухума. В это время начинаются занятия у тренера Арзадина Агарба. Группа детишек с заболеваниями позвоночника плавают, играют с мячом, выполняют различные упражнения под чутким руководством Арзадина Агарба. Тренер считает, что вода – лучшее лекарство для тела и души. А вот я обращаю внимание больше сам, потому что с детства занимаюсь этим видом спорта. Это шикарный вид спорта. Всем советую быть с водой нужно дружить, ведь мы все вышли из воды. Вот. Но когда вот мы выходим, мы забываем о том, что мы умеем плавать. И какое счастье родить здорового ребенка. Но, к сожалению, бывает так, что с патологиями рождаются, ко мне подходят, ко мне ребята с церебральным параличем приходят. Бывают и аутисты, бывают и даунята, но в основном это сколиоз, кифоз, лордоз. Это очень распространено, к сожалению, у нас. Детишки растут очень быстро, их костная система растет, а мышцы не поспаляют. Не успевают они вырасти, поэтому нужно эти мышцы растягивать с правильными упражнениями, подружиться и все. И вода – это самое первое лекарство от этих сколиозов, от этих кифозов, лордозов. Ведь мы с ними не рождаемся, это все начинается потом. И поэтому я всем советую, чтобы это все знать. В принципе, вода – это очень лечащая вещь. Ну, конечно же, упражнения на суше. Ну, а помимо этого, просто дружить со своим организмом, любить его. И постоянно работать над ним с детства. С детства, если вы начнете этим заниматься, естественно, организм потом скажет вам спасибо. Ведь мы стареем не душой, не телом, а ногами. Ноги, руки нужно всегда развивать. Ну и в воде мы гораздо легче, 11 раз, как на Луне. Естественно, там легче жить. Я имею в виду, упражнения тем выполняются. У нас сегодня вы видели, чем мы занимаемся. Это не совсем спортивное плавание, оно адаптивное плавание. То есть мы все мышцы задействуем там, чтобы они умели не только плавать, но и в воде кувыркаться и вытягивать свои мышцы. Они, не замечая в такой игровой форме, занимаются этим видом спорта. Ну а помимо этого выравнивают свой сколиоз, кифоз и лордоз. По образованию Арзадин Агарба биохимик, но ни дня не проработал по своей специальности. Все дело в том, что он с детства занимался спортом, что его и увлекло.
Долгое время, еще до войны, преподавал физкультуру в школе. Сначала в Нижнеишерской школе, а затем уже в 10-й. После войны переквалифицировался и начал работать со спинальниками в ассоциации инвасодействия. Я пришел к тому, что действительно спинномозговая травма очень частилась после военные годы. И кто-то этим должен был заниматься. Естественно, у меня были навыки, я потом, конечно же, переучивался в лесговта. Ну и после войны тоже кое-чему подъехал, немножко подучился. И занимаюсь именно моя специфика спинномозговые травмы. Я реабилитолог, просто методист лечебной физкультуры, так скажем. Ну, естественно, к этому нужно прийти и заниматься с ними. Дело в том, что даже если они никогда не встанут на ноги, они будут гораздо адаптивнее в этой жизни, если будут заниматься в спортзалах. Помимо этого ко мне приходит и церебральный паралич, приходят ампутанты, ну и, естественно, кифоз, лордоз и сколиоз, как я говорил. Это наша специфика. Руководитель восстановительного центра «Дар» Аляс Демирджипас с детства увлекался спортом, и это сподвигнуло его выбрать профессию тренера. После школы он поступил в ВАГУ на факультет адаптивной физической культуры. Параллельно с учебой начал работать в ассоциации инвасодействия, и уже там столкнулся со спецификой работы. Он работал с пациентами с черепно-мозговыми, спинномозговыми травмами, инсультами и ДЦП. Работа сложная и ответственная, но она ему нравилась. И по завершении учебы в университете Аляс поступает в медицинский колледж, по окончании которого решил пополнить свои знания и поступил в институт пилатеса в Москве. На протяжении более 20 лет я в данной профессии, и мне доставляет удовольствие. Я не перегораю, работаю с утра до позднего вечера, и мне доставляет удовольствие, видя результаты. Ну, кто ваши пациенты, кто ваши... Это люди с ограниченными возможностями, в основном. Ну, у вас разный контингент, да? Приходят Да. те, которые после аварии восстанавливаться, да, после каких-то полученных травм. Приходят с вертебральными проблемами, приходят с миофасциальными проблемами, приходят с ортопедическими проблемами, приходят после операции, после ДТП, после посттравматика, ну и так далее. В зависимости и по возрасту. Это могут быть дети, подростки, более взрослый контингент. На протяжении всей своей деятельности Аляс проходил различные курсы повышения квалификации, часто сопровождал пациентов за пределы страны, взаимодействовал с врачами и таким образом набирался опыта. Аляс проходил стажировку у автора уникальной динамической реабилитации Алексея Пташкина. В прошлом году он присутствовал на операциях, которые проводил нейроортопед доктор Чибиров. Нас, как специалистов, допустили в оперблок с учетом того, что в дальнейшей реабилитации уже и восстановлением мы занимались. Наглядно видеть реконструкцию нижних конечностей, наглядно видеть миопластику, это дорого стоит. Ты далее уже начинаешь выстраивать общую картину реабилитационную, и тебе проще восстанавливать людей. В летний период Арзадин с детишками занимается в море. К сожалению, у нас нет бассейна с подогревом, поэтому зимой они прекращают занятия в воде и перемещаются в спортзал. В последние годы родители часто сталкиваются с приобретенными заболеваниями позвоночника у детей. Сколиоз становится самым распространенным из них. Подтверждением тому являются результаты диспансеризации, которую провели ВАГ и Минздрав Абхазии. В ней принимал участие и Арзадин Агарба. Он обследовал физическое состояние детей. У многих из них были выявлены сколиоз, кифоз и плоскостопие. Это в первую очередь связано с образом жизни, считает тренер. Проблема очень многих детишек сейчас, которые сидят около телефона, мало двигаются. Естественно, когда вот это была пандемия, очень многие детишки скривили свои поясницы, скривили свои позвоночники. Они сидели в одной и той же позе и не занимались ничем. Я почему говорю, не только эта пандемия нам помешала. Естественно, экология нарушается. Сейчас очень много факторов, которые нарушают жизненный образ, здоровый уже образ жизни. Ну и помимо этого, я вас уверяю, что это всю жизнь присутствовало. И кифоз, и лордоз, и сколиоз.
Просто нужно вовремя родителям обратить на это внимание. Естественно, когда ребенок растет, как я повторяю сейчас уже, нужно обязательно костную систему сопоставлять с мышечной. Мышечную нужно растягивать, чтобы они успевали за косточками расти. По-моему, это самая противная проблема, которую мы видели при нашей диспансеризации, которую мы проводили. Аховое положение по всей Абхазии. Очень мало детей, которые занимаются спортом. Как правило, кто занимается, у них все нормально. Те, которые не работают над собой, у них очень много и кифоз, и лордоз. Плоскостопие – это как бы вот, у всех практически. Плоскостопие не лечится, его залечить можно. Но тем не менее, если над этим не работать, то это очень трудно будет жить дальше. Когда пациенты обращаются к реабилитологу, у них возникают ассоциации с врачами, работающими в спортивной медицине. На самом деле у реабилитолога более широкие возможности. Он лечит осложнения, возникающие не только в результате травм, но и в связи с инфарктом, инсультом, патологиями опорно-двигательного аппарата и неврологическими расстройствами. У реабилитолога должно быть высшее медицинское образование. Мы работаем уже 30-й год и воспитали не одно поколение ребят, которые действительно... У нас был факультет лечебной физкультуры, почему-то его упразднили, но тем не менее сейчас будет открываться факультет адаптивной гимнастики, как я говорил. Ребята, которые у нас выходили, очень многие сами тоже работают. В нескольких местах открылись даже центры. Естественно, они помогают этим. И чтобы вот, естественно, это все было на должном уровне, это должно быть прерогативой государства. Обязательно такой сильный центр строить должны именно правители наши. База остается одна и та же, но, естественно, и в каждых городах и селах есть какие-то определенные моменты, которые, новое что-то, конечно же, нужно постоянно одно и то же думать о том, что ты все знаешь, никогда не бывает. Нужно развиваться, нужно постоянно думать о том, что идти в ногу со временем, так скажем. Несколько лет назад в Абхазии создали ассоциацию реабилитологов. Ее задача – разрабатывать индивидуальные программы, проводить занятия, мотивировать и оказывать психологическую поддержку людям с ОВЗ, способствовать их социализации. Ассоциация носит консультативный характер. Если мы будем говорить в целом о населении, то молодежь начала тянуться к здоровому образу жизни. Больше профилактики стало, нежели чем последствия лечения и терапии. Но мы должны учитывать, что все это имеет цикличность. То есть должна быть взаимосвязь между специалистами и врачами. И если, например, к примеру, ко мне приходит нейрохирург, должен взаимодействовать с вертебрологом. И если острая фаза, идешь решать свой вопрос через нейрохирурга. И если консервативный будет решение, то это вертебролог. Но после их всех манипуляций, процедур, восстановлением занимаемся мы, специалисты. Соответственно, это такая структурная работа должна быть выстроена. Также и с неврологом куртологическим, также и с ортопедами, травматологами. То есть это комплекс процедур, которые мы проводим для того, чтобы восстанавливать людей с ограниченными возможностями. Реабилитацию мы можем подразделить на медицинскую и спортивную. И если речь пойдет о медицинской реабилитации, соответственно, то, как я до этого проговаривал, это врачи, физиотерапевты, врачи, мануальные терапевты, врачи, эрготерапевты. А что касается спортивной медицины, то там уже инструктора, врач по ЛФК дает рекомендации методисту или же инструктору по лечебной части, и он занимается восстановлением или разработками. Мы должны понимать, что ЛФК – это восстановление утраченных навыков, если же, в свою очередь, АФК – это больше адаптации к окружающей среде.
По словам Аляса Демирджипа, в Абхазии крайне важен стационарный реабилитационный центр, который обеспечивал бы комплексное лечение, круглосуточный медицинский и психологический уход, а также способствовал бы быстрой социальной адаптации пациентов после травм, инсультов и других заболеваний. В стационаре создаются оптимальные условия для восстановления двигательной активности, речи, когнитивных функций, навыков самообслуживания, минимизируя риски осложнений и улучшая качество жизни пациента. С учетом того, что, конечно, мы куратологическая страна, нужно развивать и ставить акцент на развитие куратологии, где можно будет смежно уже применять все наши навыки и знания. Не хватает на сегодняшний день это стационарного реабилитационного центра на территории Абхазии. И многие из наших пациентов вынуждены выезжать за пределы. Он позволяет принять пациента, проделать определенный курс, и далее уже пациент сам себе предоставлен. А если он находится в системе, соответственно, там и результаты иные. Хорошо. Дыши, дыши. В зале Арзадин занимается еще и с теми, у кого тяжелые заболевания. Дети и подростки с диагнозом ДЦП часто своеобразные. Но Арзадин находит подход к каждому, и у детей появляется интерес к занятиям, что в их положении очень важно. К сожалению, излечить полностью таких детишек невозможно, но главное – не допустить ухудшения. Вот это и есть спортзал адаптивной гимнастики, что называется. Сюда к нам приходят не только церебральники. Сюда спинномозговые травмы у нас получается, что работаем с ампутантами, даже незрячие приходят. Приходят неслышащие. И все получают реабилитацию, соответственно, каждому подбирается индивидуальная тренировка. Кому-то похоже одному, какие-то упражнения другими. Но здесь вот растяжечка практически вот таким вот образом мы разминаем его ножки. Так они находятся в очень большом тонусе. Первые 2-3 раза сложно, потом уже разрабатывается. Церебральный паралич очень распространен в Абхазии, к сожалению, особенно послевоенные годы. Но это бич того маленького нашего народа. Данная ситуация это может и родовые травмы, может генетически. Но церебральник – это тот человек, который должен развивать те мышцы, которые ему подчиняются. И если даже вот он подает вам руку левую, значит, с ним нужно левой здороваться. Не нужно заставлять его правой рукой работать. Но сюда приходят не только люди с ограниченными возможностями. Здесь приходят и ребята со сколиозом, кифозом, лордозом. И мы с ними тоже занимаемся. Даем им те упражнения, которые дают возможность выровнять косточки. То, что вы видели на море, мы продолжаем в этом спортзале. Закрепляем, так сказать. Сейчас будем делать пресс-склад. Лева любит заниматься. Лева уже занимается здесь 15-й год со мной. Это человек, который, если пропустит тренировку, для него это трагедия. Да, Лева? Да. Тебе нравится спортзал? Да. А как ты думаешь, те люди, которые приходят сюда, получают тоже удовольствие? Да. Да. Вот так вот, Левка. Молодец. Левка у нас ветеран. Ну, сейчас вот подойдут еще девчонки заниматься к нам. Помимо этого мальчишки, которые нуждаются в реабилитации той или иной. И в каждый день, начиная с 10 утра и до 8 вечера, мы здесь находимся. Конечно же, я бы здесь вот загнулся бы, если был один. Сейчас Давид ушел, правда. Нам приходят ребята с медколледжа, я извиняюсь, не училище, он уже медколледж. И постигают науку реабилитации. Это очень перспективная профессия.
Цель подобных тренировок – научить ребенка самостоятельности, по максимуму развить его физические возможности. Важно понимать, что реабилитация при ДЦП – долгий процесс, однако ее обязательно нужно проводить, чтобы улучшить качество жизни ребенка и его самочувствие. Хавлевка. Раз. Выше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вышел. 12, 13, 14. Отдыхай. Несколько лет назад Аляс решил открыть свой собственный восстановительный центр. Идею удалось осуществить. Сюда приходят пациенты после травм, аварий, инсультов и других заболеваний. Центр открыт с 9 утра до 8 вечера. Настолько много людей, нуждающихся в реабилитации. Здесь нет кредитных денег, здесь нет, не без помощи моих хороших знакомых, друзей, которые поддерживали периодически. Кто-то оборудование возьмет, кто-то там определенную там помощь окажет и так далее. Но в основном все от заработка к заработку. То есть вы это с нуля построили, да? Да. У нас здесь обслуживаются пациенты, которые из Гагры ездят, из Пицунды, потому что на местах нет специалистов. И из Гудауты приезжают, и из других районов. То есть важно открывать хотя бы филиалы. Не обязательно это там центры. Пусть это будут залы реабилитационно-восстановительные, специалисты по адаптивной физической культуре, массажисты. Ну и, соответственно, у нас здесь как индивидуальные занятия проходят, так и групповые, детские и взрослые. Амиру 16 лет. Во время игры в футбол он повредил колено. Ему сделали операцию. Врачи запретили юноше 5 недель ставить ногу. Назначили ЛФК. Он стал ходить в центр ДАР. И практически за 2 недели Аляс поставил его на ноги, хотя врачи давали срок 2 месяца. За короткий срок Амир практически ходит без трости. Да, разрабатывает голеностоп. При сгибании идет натяжение по задней поверхности. При разгибании включаются в работу переднеберцовая и камбаловидная мышца. Изначально какой у него был диагноз? Расскажи о своем диагнозе. Срыв передней крестообразной связки и диска. Прооперирован. Скоро мы и трость оставим. Дело времени. Подтягивай к себе. Хороший угол сгибания в колене. И немаловажно, что все процедуры, они безболезненные. Аляс Демирджипа также сотрудничает с фондом Ашана, занимается с детьми, у которых тяжелая форма ДЦП. С ними проводится работа по развитию двигательных функций. Они проходят курсы механотерапии. Кроме того, в этом году специалисты добавили и иглорефлексотерапию. Рекомендовано прохождение физиотерапии поначалу. Далее ношение ортезов для того, чтобы закрепить проделанную работу. И после уже мобилизация нижних конечностей. Это такие специализированные, дозированные комплексные движения. Мы видим результаты. Это такая взаимообразная работа, когда пациент приходит с надеждой, и когда ты ему помогаешь. Но нужно понимать, что тут фаза патологическая, и это не решается 1, 2 или 3-дневным курсом. На все нужно время. Частнику сложно в том плане, что, во-первых, это финансово затратно. Во-вторых, Минздрав должен дать и лицензию, и разрешение, и поддержку в этом направлении. Но и потом нехватка самих специалистов. Кто же там будет работать? Мы на сегодняшний день, с учетом того, что есть у нас здесь по Сухуму определенные центры, по районам, мы физически не охватываем, не успеваем охватывать пациентов,
как вырастить здоровых детей, увлечь их спортом и сделать так, чтобы они меньше времени проводили в гаджетах, а больше на свежем воздухе. Арзадин Агарба и Аляс Демир Джипа считают только личным примером. Это единственный метод, который работает почти на 100%. Просто любить детей, смотреть за их развитием, смотреть, каким образом они находятся около своих телефонов, как они ходят в школу. Естественно, нужно обратить внимание на такие ключевые моменты. Это вот когда быстро начинается рост организма. В основном это в 11, 12, 13 лет, и младше, конечно же, тоже. Но в этот период самое опасное. Поэтому родители должны обязательно смотреть за тем, какой образ жизни ведет его ребенок. Тогда им помогут. Заинтересовать можно только что тогда с личным примером. Вы должны с детства выходить и заниматься самим спортом. Тогда дети за вами потянутся. Если они видят, что вы то же самое занимаетесь своими делами, они сядут и закроются. Как бы, вы знаете, в скорлупку свою сядут и тоже будут так же, как и все. Все зависит от того, какой образ жизни ведет семья. Я вас уверяю. В первую очередь мы должны быть личным примером для своих детей. Я отец 3 детей, и я начал с себя. Я не употребляю, я не пью, я не курю, веду здоровый образ жизни. С утра до вечера занимаюсь активно, параллельно со своими пациентами или же клиентами. И дети это все видят. И, соответственно, такой же образ жизни у них. Мы даже можем показать на примере, если мой младший здесь, то, видя, когда я провожу тренировки, он сам над собой работает. Самостоятельно сел на шпагат, научился жонглировать, там какие-то нормативы физические у него здоровое мышление. То есть в доме они не видят негатив. Приобщаем их больше к подвижному виду спорта. То есть вы все-таки призываете, чтобы родители сперва сами с себя начали? Себя начали, да, допускали к кружкам, не ограничивали детей. Если есть возможность найти время и повести их в секции определенные, то лучше уже отправлять их в секции. Каждый родитель должен понимать, что изначально нужно подготовить ребенка к тому, чтобы он занимался спортом более профессионально. Когда призвание и профессия совпадают, работа приносит глубокое удовлетворение и радость, а также большую пользу обществу. Арзадин Агарба и Аляс Демир Джипа – люди, которые нашли свое призвание и каждый день помогают тем, кто оказался в сложной ситуации, стать сильнее и не опускать руки. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!